Мы находимся на трассе, которая соединяет город Актау, это там у меня за спиной, и город Джанаузен, это там, Мангыстауская область. Эта дорога была построена после 2011 года. Как вы знаете, в 2011 году произошли трагические события в Джанаузене, когда власти жестоко подавили народные протесты и расстреляли демонстрантов. И вот после этого якобы для создания социальных условий в регионе была построена эта дорога. И эта дорога на всем своем протяжении имеет достаточно ожидаемый вид. Две встречные полосы, которые разделены волнообразным брусом посередине. Но в одном месте дорога приобретает вот такой вид, как у меня за спиной. Она расширяется очень сильно, до 50 метров в поперечнике в самом широкой части. И эта дорога приобретает вид взлетно-посадочной полосы. То есть в одном конкретном месте, в Казахстане, в Мангыстауской области, где больше всего происходит протестов, власти решили построить резервную взлетно-посадочную полосу. При том, что в регионе особых других угроз иностранного вмешательства, внешних угроз, на первый взгляд, не имеется, я смею предположить, что эта взлетно-посадочная полоса, она была построена с одной только лишь целью. На случай, если будут повторяться какие-либо протесты массовые, масштабные, чтобы сюда можно было посадить военные транспортные самолеты, доставить солдат, технику и быстро, оперативно отреагировать на народные протесты. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что, скорее всего, строительство этой взлетно-посадочной полосы, а это дорогое удовольствие, обошлось в казне в миллиарды тенге. И вот у нас в Казахстане ежегодно фиксируется определенное количество детей с спинномозговой атрофией, да, там, с синдромом СМА. Есть еще масса других каких-то редких заболеваний, которые требуют дорогостоящего лечения. И всегда власти говорят, что денег не хватает. Но для создания инфраструктуры, для подавления народного протеста деньги всегда находятся. Вот что, собственно, мы здесь и наблюдаем.